Чилеха Барахта, Юлия, Пача, Пустакала, Калази, Хахуш, Падюк, Ой, блин. Я прошу бывать. Ой, Юля. Ну, я с полном, да. Я помню, значит, плюнка, хура карась, значит, вся ружка занята, вся занята. Тогда еще был. Шаклабуля. Хорошо, ладно. Да, Дима. Тогда еще не зимбур. Даже они все, там много людей. Экскурсии. Хорошо. Экскурсию, да. А что где Давайте, сейчас. Лексикон чувашского народа, скажем так, чувашей. Я про народ, потому что я так ничего так не могу говорить. Я могу говорить про свою семью, про нашу семью. Да, можно. Так, у нас место здесь такое, конечно, не самое лучшее. Значит, слово Тора, как вы его расшифровываете? Почему оно появилось в чувашском языке? Как? Ну, это вот насчет, вот я очень остерегаюсь этих вопросов, потому что на такие вопросы надо отвечать очень глубоко и зная досконально. И поэтому просто предположение я остерегаюсь и не говорю. Что касается, допустим, Библии, я всегда говорю точно, что знаю. И поэтому, конечно, это очень приятно было, когда узнали Тору, закон, да, закон еврейский, а у нас Тора Бог. Это, конечно, мы переглянулись, нам было это очень-очень глубоко задело, хорошо, в хорошем смысле. И когда мы хотели говорить на эту тему, такая тема у меня возникла в Иерусалиме, когда в числе 11 переводчиков я была направлена туда, на учебный семинар. И когда я хотела говорить на эту тему, да, кстати, изучали только Ветхий Завет. Нового Завета и не касались. И это была очень жесткая граница. Даже когда только мы вышли к этой горе, одна гора, она была очень совершенной формы, остальные горы, они же очень страшные горы, пустыни, такие острые, как ужасает. И вдруг совершенно правильной формы зеленая гора. И говорит, это самый наш педагог, что за эта гора? Мы никто отвечать не могли, потому что настолько было это уникально, эта гора, тем более там недалеко Мертвое море, там страшный море. И вдруг он говорит, а кто у вас переводил книгу Судей? Я переводила книгу Судей. Говорит, а вы слыхали, касались его, слышали про гору Фавор? И вдруг, гора, это самое, все христиане, кстати, все говорят, мы знаем эту гору. Христос, и это самое, здесь преобразился. Это ответ был очень неприятный для педагога по древнееврейскому языку. Мы сразу все поняли и говорите, хорошо, кто переводил книгу Судей? Скажите про Девару, про это пророчица. Здесь было страшное, было сражение было. Я абсолютно не помню, потому что так меня это потряс, этот вид этой горы. А потом, что, как представить себе, здесь стоял наш Спаситель, потом гора благоухала, ни одной горе, ни одной травинки нет,
внизу было совершенно невероятные кусты с желтыми цветами. Это все было благоухание. Я слова не могла говорить, что да, я переводила, только я так говорила. Поэтому вот это не могли мы говорить на многие темы, которые нас касаются. И когда учили тексты Ветхого Завета невероятно подробно, очень хорошо, просто мы учились даже бытовым вещам, например, какая краска, какая одежда. Допустим, там Самсон и Далила, когда Самсона выдергивает, вот Самсон ткет и кладет голову Самсон сюда, чтобы отрезать пряди. И вот когда я смотрю, смотрим теперь станки, ткацкие станки, я так смотрю, я говорю, простите, вот такие станки. Тогда я говорю, простите, на таком станке, если Далила или Далида ткала, здесь никак неудобно на колени класть Самсона. Вот это никак не мог. О, какая переводчица. Пошли. Он меня повел по этому музею и привел, и такой маленькой комната, и действительно изумительный такой станок стоит. Очень удобно. Вот, говорит, Далила работала на таком станке. Да, очень удобно, хорошо. И после этого пошло очень много таких были вопросов. И потом всегда говорили, очень... манна небесная начала падать, да, и говорит, выбежали израильтяне, первый раз они его увидели, и что человек может говорить. Они когда не видели его, они говорили, Мельгу, что это? Я говорю, что? Я говорю, у нас на чувашском языке точно слышится Мельгу, и означает именно, что это такое. Слово в слово совпадает с этим словом израильским. Они говорят, меню. Так смотрят на это. Слышится точно так же. Означает, что это? Мы говорим меню, точно так же. Это значит, что это такое. Так он смотрит и говорит, опять это переводчица. Ну что? Выбери себе какое-то колено. Я все время говорила, переводчик, вы к какому колену относитесь? Переводчику. И он говорит, я изводила. Вы знаете, из какого колена? Они не знали, из какого колена. Они все говорили, из колен Иуды. И он говорит, ну хорошо, Ива, выбери себе одно колено. Или из Завулона, или из Сахара. И мы причислим тебя к этому колену, потому что чуваши уж точно имеет отношение к древнееврейскому языку. Я так долго думала. Я сначала хотела Завулон быть, потом думала, ну давай я буду дочь Сахара. И он говорит, ой, дочь из Сахара. Вот. И очень много были совпадений такие. И он потом все время говорил, что за народ? Ива, ну расскажи мне про свой народ. Откуда? Какие у вас еще слова? И мы еще нашли там несколько слов. И говорю, да, говорит, вы, конечно, имеете отношение. Они не хотят, чтобы кто-то имел отношение к ним. Потом говорит, да, конечно, вы имеете отношение к нам. Это были такие шуточные. Но насчет Тора я потом такой хитрый вопрос задал, что все-таки это у нас, наверное, вот Тора и Тура, примерно, наверное, какие-то есть совпадения, и нет. Так что дальше я на эту тему говорить не могла. Вот. И что я могу сказать, только удивительно было, у нас было 11 человек, по-моему, да? Мы учили, я сделал какое-то там открытие, между прочим. Он говорил, надо это открытие оформлять. Это когда... Это была краска. Они говорили, что эта краска только такого цвета. В одном месте где-то выходит, что эта краска и есть и синяя. И синяя краска была. И вот по этой синей краске я сделала открытие. Это надо мне записать. В общем,
Я почему еще, что его, вот этих еврейских педагогов удивляло вот что. Удивляло их, они задавали вопросы, очень тяжелые куски переводить. И часто говорили некоторые, что у нас это переводить невозможно. В нашем языке таких слов нет. Он это следил за дочерью Исахара и говорил, почему у Ифы ни разу не было такого, что мы не можем переводить. Всегда был ответ. И поэтому, когда я переводила Библию, я была вообще вот в области языка, в области потрясения. Вот, что меня потрясало чувашский язык. Это был бездонный кладезь, бездонный совершенно. И мне казалось, что этот язык... И он тогда сказал, молчи, дочь Исахара. И когда говорили про чувашский язык, я говорю, что это необыкновенный язык, что я даже боюсь его, что на этом языке можно все. Я говорю, наверное, он был создан первые же дни творения. Ифа молчит. Какие языки были созданы в первые дни творения. Но у меня было совершенно внутреннее убеждение, что чувашский язык был прямо в первые дни творения сотворены. И вот поэтому Тора и Тура этим делом надо заняться. Это надо изучать. Вот тогда что-то можно сказать. Но то, что этот язык... Вот завтра придет музыкант Иван Соколов. Да? Иван Соколов, когда узнал, что я перевожу на Библию на чувашский язык, он сказал, Ева, какие чуваши счастливые. Ведь есть такое поверье, что язык, на который был переведен язык, на который был переведен Библия, останется навсегда. Как бы какие бы языки не пропадали, вот говорят же, очень много языков уйдут. Вот чувашский язык будет жив всегда. Вот это я насчет этого. А насчет вот нашей семьи, мы с Геной очень много болтали, вот иногда. Гена был очень серьезный человек, но был как ребенок, можно было с ним болтать невероятно, выдумывать невероятные вещи. И вот в 6-м году, да, Гена умирал в 6-м году уже, он заговорческим голосом, заговорческим, я говорю, скажи мне честно, ты чувствуешь в себе благородную кровь? Это очень похоже на Гену. Я скажи, пожалуйста, ты чувствуешь в себе благородную кровь? Я вспыхнула, говорю, Гена, конечно, я чувствую, я всегда чувствую в себе благородную кровь. Как ты чувствуешь? Я говорю, а ты чувствуешь, Ген? Да, я чувствую. У нас вот так, мы так много болтали на эту тему, и невероятные... Вот, я все-таки детский писатель, и иногда и фантазии работаю. Я рассказала одну такую версию нашего благородного крови. Гена весь вспыхнул, он был как ребенок. Вот Гену можно было обмануть. Вот это он все всерьез принял. И я всерьез не говорила. Я просто вот так шутила. Так, может быть, так, Гена, это было? У Гены уже сияют глаза. Да, может быть. Да, может быть. Я всерьез не говорю. И 17-го, Гена умирает 21 февраля. 17-го я с ним говорю еще. И Гена оставил мне вот 17 числа маленькую бумагу. Она у меня есть. Ева, вот чем тебе нужно заняться? Через несколько дней он умрет. Он оставляет мне задание. И там написано, займись изучением нашего рода. Ну, как я займусь им? Потому что со стороны деда, конечно, там очень много тайн есть, это правда. Потому что мамина сторона, очень много родственников. Все ясно, абсолютно ясно. Богатый, крестьянский, очень хороший. Вот. А папина сторона полная темнота. Там нету. И поэтому, может
может быть, потом, когда уже прошло, когда моя версия начала мне уже такое постепенно так обрастать, даже мне даже понравилось. Я думаю, что, может быть, так оно и было. И с Геной мы несколько раз возвращались. Он уже говорил вовсю на эту тему. Он говорил серьезно. Я с опаской говорила. Ева, надо этим делом заняться. Ева, надо этим делом заняться. Говорил Ген. Может быть, там есть очень интересные, действительно. Если описать вот деда, вот это нашего Айгида, там очень много интересного, правда. Там есть даже то, что вот, да, в этом, я даже хочу написать очерк про отца. Очень удивительный был отец, даже где хочется написать очерк. Я сейчас вот занимаюсь его письмами, отцовскими письмами. Хочется мне даже написать «Мальчик, выросший в яблоневом саду». Это был, отец был удивительный был человек. Деду не дали кусок земли. Почему не дали кусок земли? Значит, он, наверное, чужой был. И поэтому, издеваясь, сказали, вот так потому что Хушинде, нашей деревне и Атыкова, там же холм есть, там ничего не росло. Издеваясь, ему сказали, вот, бери, вот, холм. Вот. И на этом холме он вырастил такой сад, он просто славился этот сад, потом на всю Чувашию. И Станьял не сказал, Станьял наш искусство, литературе, ведь я бы говорил, дореволюционном в Сундале он читал статью про нашего деда. Там было написано, в этой деревне живет такой странный старик. Такого сада, наверное, в Чувашии нет, уже славится сад. И он, вот у него не было куска земли, он вот, взрастил потрясающий сад. Он замерз в 1941 году в холода. Когда были маленькие, там был хоровод, потом мы ходили, мне всегда говорили, Ева, вот эти, видишь, пенечки, это следы сада твоего деда, здесь были потрясающий сад. И мама говорила, что, говорит, он менял яблоки на картошку, на чего-то, и моя мама, будущая его, да, выйдет потом замуж за его сына, говорит, что там стоял, говорит, гроб, и в этом гробу, говорит, были яблоки всегда. Дед туда клал. И потом, там, наверное, потом и легенда добавляется. Он говорит, что в одном ухе у него была серега. У нас никто никаких серег не носит в одном ухе, говорили. И потом моя старшая сестра моей мамы, моя тетя говорила, что когда спускалось стадо, он становился на колени перед быком, когда бык отошел. Может быть, это легенда, но все это обрастало. Но это был образованный человек. Вот что удивительно. Это же деревня, поголовно никто же не знает. А старик был образованный, этот старик, и учил своего сына, моего отца, да, по Евангелию. Вот это Евангелие до сих пор и есть, и можно его, вот Киркин знает, как его. И поэтому, когда пришло время учить грамоте, когда Гена учил, не помню Костю, я точно не знаю, Гена учил сына, одного из сыновей, букварю по Евангелию, учил, подражая папе. Так что там очень много каких-то тайн. И потом говорили, да, и потом, значит, я думаю, что очень много легенд, но там зерно есть. Да, значит, когда Эндри его звали, да, Эндри хочет жениться, никто замуж не дает никому. И дали ей совершенно абсолютно слепую девушку. Он женился на абсолютно слепой девушке, и эта девушка прекрасно вышивала. Вот это была наша бабушка. Азанья был назрен. Азанья. Это наша Азанья. Она прекрасно вышивала и родила двоих детей. Слепая вышивала? И папу, да, и тетю. Вот. И это потом
наверное, они остались сиротами. И это Юмар пишет в какой-то газете, значит, наш папа со своей сестрой, сперва его звали, они ходили они были попрошайками. Ходили за Москву. Ну, у папы остался безумная любовь к саду. У Гены тоже самое. Очень, у меня так, я тоже люблю. Гена просто невероятно. И поэтому, когда получил квартиру, на первом этаже он весь обрастал, и все в Москве, и все начали к нему приходить, считая, что это лесник или садовод, все хотели взять у него консультации. Как что ставить? И Гена говорит: Господи, как мне убежать? Все считают, что я лесник. На Ясеневой улице живет в Москве. Все идут, все говорят, а Гена говорит: нет, я не лесник, нет, я не лесник. И как еще обижается, что я не даю консультации. Он весь прям засадил. И в Денисовой горке тут же достал Юман, посадил. Вот так. Так что этим делом надо заниматься. Ну вот в этой версии, наверное, что-то есть. Что это за версия? Что это за версия? Расскажите. Вот эта версия, вот это насчет благородной крови. Говорите. Да. Я думаю, что если коротко сказать, я думаю, что Гене это безумно понравился. Я подумала, так как у него нет никого из родственников, он спасся меня. Мне кажется, Гена. Этот мальчик спасся. Почему у него никого не было в нашем детстве? Что, может, был окружен, был бы вся эта семья, или весь род у этого мальчика был уничтожен. Почему никого не было? Почему он образованный? Он был образован. А в нашей деревне ни мужики, ни бабы, абсолютно полные же, даже буквы не знали. Это учит своего ребенка. По Евангелию, да? Он читал. И потом, он же не общался ни с кем абсолютно. Это дедушка имеется в виду? Дедушка. И почему ему землю не дают? Если их нет, ну хорошо. Но почему кусок земли-то ему не дают? Если он уроженец этой деревни, это же само собой разумеется. На дочерей не давали. Ну ему-то почему? Хорошо. Потом у него родился в конце концов сын. И тогда они. Он живет как в крепости вот в этом саду. Я маму говорю: мама, а ты его видала? Да, говорит, был очень невысокого роста, очень долго. Он прямо, говорит, через изгородь давал, говорит, нам яблоки. И менял, говорит, на это. Такой был дед. Да, а потом Гена уже, я думаю, что уже Гена, наверное, уже добавлял. А может, так и было. Поэтому он написал, вот так он листочек есть у нас. И вот чем тебе надо заняться. Вот. И он, у него какая-то версия еще пошла. Я до этого, он уже был болен, уже не говорил, потому что он начал все время мне задавать вопрос, что если я буду изучать наш род, надо заняться Шаймурз. Это самое, татарской деревни, где я говорил, Шаймурза. Шаймурза. Говорит, захвати вот эту область еще. Почему Шаймурза? Наверное, это не... В общем, вот там тайн много. Вот там есть такой листочек, я еще не занимаюсь этим. Вот так. Там очень много, думаю, что... Там легенды, конечно, добавляются, но там есть здоровое зерно. Хорошо. Почему он читал? Он писал. Это же когда было-то? Это потом, после поколения, даже папино поколение, уже учителя, только уже, да, он приложил все усилия учить своего сына. Папа же у нас был из первых интеллигенций. Это был первый интеллигенций. Папин учил. Вместо того, чтобы учить саду и тут зарабатывать деньги. Вот такой был это. Так что я не видела деда.
Бабушка умерла рано. Я знаю. Никого из родственников. Николай его кое-что знает. Вот был такой. Я всегда была необычайно занята. Вот сейчас я вот дошла немножечко, вот дошла до до архива, до писем отцовских. Конечно, образ отца, конечно, невероятный. Образ отца. И потом, я даже не знаю, как. Ну, у меня, конечно, папа же сидел год. Какой причина? В Алатыре сидел. И меня это, я думаю, что это чисто мамину заслуга, я думаю. Потому что вот мы выросли, мы абсолютно об этом не знали. Обычно, вот если в семье такое было, вся семья боится и об этом знает. Как папа уже на фронте был, как мама растила нас, абсолютно спокойно, свободно, как вечер, никогда ничего, никакого страха. Только один раз, и то потом, через много лет, поняла, что какой был разговор у меня с мамой. Раз ты, конечно, как ветер в поле, что хочешь, ты не говоришь. Вот. Так как все детство, ну, Гена, ну, тоже, наверное, но мальчиков нет. Так как это вот пасти гусей, для меня это просто, ну, это ужас. Все детство мое испорчено, мне кажется. Все гусей пастют, они бегут. Я думаю, я прям, как вот доходит очередь, гусей уже пасти, это все. И вот один раз, а сталинские налоги жуткие. Осенью этих гусей, всех вот их за ним ухаживаешь, да, никакого толку от этих гусей. Вот целые стадо, и потом гонит их сдавать государству налог. Осенью вся улица шумит, прям все вот целыми стаями гонят, наверное, Первомайск на мясо государства. И вот и у меня тогда, я говорю маме, вот, идут соседи, и мы гоним. Я говорю, ну, вдруг меня осенило. Я говорю, мама, а зачем нам держать этих гусей? Это мои враги. Мы же все равно их государству сдаем. Никакого толку. Я хочу себя освободить от этой адской работы. И осенило меня и с радостью кричит, мама, а зачем нам этих гусей держать? Мы же все равно их государству сдаем. Я помню, мама меня ржала очень сильно. Даже, наверное, мне там, наверное, гематома, наверное, сказала, ну, с собой потом. Вот. Я думаю, что мама, наверное, там кое-что. И то, если она, наверное, со мной поговорила, но без всякого страха. Страха не было никогда. Мы, когда уже кончили, когда Гена кончил усыновительный институт, и вдруг Гена говорит, уже, наверное, 20-й съезд уже был, и Гена мне вдруг говорит, а знаешь, папа у нас сидел. Я говорю, ты что? А ты знал? Нет, я вот не знал. Точно, это тоже. А почему я говорю тогда? Все знали, у кого кто сидел. Почему мы-то не знаем? Вот так было. А потом мы нашли бумаги, они у меня есть в Алатыре. А почему его посадили? Да, потом у мамы уже можно было спросить. Мама уже потом сказала. Он был такой первый образованный человек. Прекрасно, он был очень хороший. Учитель был. И посадили, и поставили его еще к чему? Образованный. Директором колхоза. Уже всех уже не раскулачили, все лошади уже крестьян были отобраны. Была общая конюшня. Да, конюшня. Их пасли, а после того, как домой гнали, все лошади шли к своим хозяевам. Все. Не хотят они в общую конюшню. А кто виноват? Все такие колхозы. Все. Хоп, Алатырь его отправили. Про маму расскажите. Про маму? Мама думала, что я думаю, что мама была. У них
вот очень думаю. У них была с папой, наверное, когда папа сидел, когда папа вышел, у них, наверное, был очень серьезный разговор, как спасаться. Почему-то меня всегда настрой, и все трое родились в разных деревнях. А папа был легендарный педагог, очень любил. Меня всегда это удивляло. Хорошо, Гена родился в Шаймурзино, все любят прекрасный педагог. Да. И мы сами из Шаймурзина. Но почему же папа через год же Шигалей? Шигалей. В Шигалях и до сих пор говорят, что это был потрясающий педагог. Он там 37-му учил. Почему же из Шигаля он сразу через 2 года переходит в Именево? Почему? Гена говорит, он просто прятался, и поэтому менял место работы. И когда же возник первый случай, возможность переехать в Карелию, он тут же сорвался. Чтобы спастись, как можно уехать подальше. А чтобы хоть кто-то спасся, значит, наш папа Карело-Финский, а 2 мамины дяди на Алтай подались, вот чтобы кто-то спасся. И вот и я думаю, значит, когда вот письма были, у них была разработана какая система, я потом поняла, когда сейчас я вот пишу, читай папины письма, я говорю, мама, а почему папа, когда вот после писем иногда подписывается, обращается к тебе как Феня, а почему иногда он пишет к тебе Хведусь? Почему? Мама мне говорит, а мы договорились, что и он, и я будем говорить в письмах правду. И если он говорит Хведусь, значит, невыносимо тяжело там. А я, если говорит, я буду говорить тоже, значит, она тоже по этой системе идет. Если я буду говорить, ему говорит Коля, Николай, хорошо. Если я буду писать Миколь, значит, невыносимо тяжело. Это, говорит, такое мы разработали, и поэтому я, говорит, точно знаю, что, как там было. Вот. Мама был человек очень открытый, очень сильный. Вот я думаю, что если бы не было такой мамы, Гена бы погиб. Потому что даже из школы был он уже. Это был, конечно, необычайно талантливый мальчик. Там они творили 13-14 лет. Вот, он обокрал всю библиотеку школьную, потому что читать хочется. Вот. И Ген говорил, что я видел в нашей деревне гениального мальчика. Это был мальчик. Говорит, это был гениальный мальчик, актер. Вот он говорит, идет поговорить в деревне, по деревне. Далеко же школа там, у нас наша деревня. На всю деревню вот, рыдает. Говорит, чего шло? Оделло Вильч, Оделло умер, он говорит, шел и рыдал. И все, говорит, стояли и смотрели. Он читал Шекспира, Отелло умер. Это был, это был, говорит, гениально совершенно. Все, они там знали это самое. Когда начали выгонять их в школу, мама, конечно, вытащила, а его никто не мог вытаскивать. Потом он попал, говоря, не то 15, не то 16 лет в тюрьму. Он выходил из тюрьмы сразу. Вот. И вся деревня безумно боялась, мстил деревня. Ни одна девушка не выходила, когда он из тюрьмы вышел, на 2 недели. Он говорил, только я не трону, остальные вообще все. И вот мама был человек необычайно открытый, прямой, мог вообще не очень, как сказать,
Он мог прямо в глаза сказать, мог вообще убить Лизу. Очень сильно такой человек. Вот когда Гена там натворил, и какое чувство у него, еще интуитивное чувство было. Гена ждет этот горе, несчастье, интуитивно. Когда там что-то натворил, Гена дрался из-за первой любви. А, он же пошел вешаться, Гена. Он же, когда мы спали на полу, какой был ужас, на полу сидишь, и стучат в дверь, говорят, Федусь, мама звали Федусь, твой сын человек умер, и мы вскочили. Говорит, ножом, говорит, зарезал Федора, вот такой нож. Ужас, совершенно. Я тоже вскочила. И мама, говорит, сельсовет тебе зовет. И что мама делает? Бежит не в сельсовет, в сторону леса бежит. Интуитивно. И говорит, и что он говорит? А он говорит, а это был в Троицу, я никогда не забуду. Мама шила ему такую белую рубашку. Говорит, белая рубашка, мельтешится, говорит, бежит в лес. Я говорю, Ген, остановись. Ген, остановись. Я не буду тебя бить. Остановись. Слушай, говорит, еще бежит. Ген, остановись. Я тебя бить не буду. Остановись. И держит веревку. И Ген, мама его догнала. Ты говорит, куда? Ген сказал, я человека, мама, убил. Щит не хочу. Мама говорит, ладно, потом разберемся. Вот. Она привела его, заперла в погреб. И на погреб там наложила чего-то, и потом сельсовет идет. После этого никого не убивал он все. И потом, и как она умно начинает, потом все это вот это. Тот мальчик был виноват, и на следующий день я смотрю, тесто несет. И так потрясает. Она толчет орехи, потом на сливках или молоке, и это сам тесто месит. И туда сыпет вот эту орех. Мама, а что ты делаешь? Говорит, орехи. Я говорю, сейчас ты пешку буду печь. Я говорю, для чего? Я говорю, в больницу сейчас пойду, Миколаю, который Гена избил. И напек потрясающие совершенно. Умопомрачительные лепешки. Идет Тархан туда, чтобы не воевать, мириться, пока сразу все погасить этот огонь. А потом, когда начали, когда она все это поняла, кто что виноват, она привела из района, вот, выясните, вот, кто виноват, чтобы потом, если сейчас на Гене останется эта вина, пойдет ли он потом учиться в институт, выясните, кто виноват. Я судить не буду никого, но выясните, кто виноват. И выяснили, да, Гена был не виноват. Вот такой был, без страха. Вот такой был очень красивый, мама совершенно. Папа его безумно любил маму, красавицу невероятно. Конечно, эти не выдавали ее, но я думаю, что у них была договоренность. Он увел ее на пасеку через 2 дня. Дед маме, кто-то схватил его за шиворот, они были очень крупные. Наш род, вот маме, вот это язык, очень крупный. Мои деды все 2-метровые, очень халили физическую, вот это им нужно было. Вот я, например, бракованная была в нашей моей тете, потому что я была бракована, маленького роста, глаза теплые, а нужно было высокие, холодные голубые глаза. Так, все дяди мои такие были. Да, все дяди, вот мы же поехали, вот которые в концлагере нашли, вот, через 73 года, маминого брата нашли. И с немецкий документ пришел. И все мужская сторона мамина мужская сторона была самые добрые дяди, очень добрейшие, простые, а женщина как сталь была, мамина. Все дяди необычайно добрые, простые, а эти вот такие были. Вот. Ну, меня хотели учить кое-чем. Ну, то скажите. Мамина сестра, голубоглазая, блондинка, необычайно умная. Вот. Посмотрел, сказал, бежал брат.
маленькая, глаза сияют, черный волос. Она хотела вас выучить чувашскому Да, она хотела колдовству. Она хотела кое-что дать, Колдовству. но потом, значит, я стала уничтоженная, я стояла. Ну, я ей задала один вопрос, прям в сердце ей тоже. Потом она вошла, ну, умная, из себя кое-что можно делать. Ну, Гена почувствовал очень большую опасность его ждет. Есть в Москве все телеграммы, что выезжай немедленно, выезжай немедленно, выезжай немедленно. Тетя меня уже схватила. Показала уже, что другая сила есть. Другая сила какая? Ну, вот сам берегал, мля воевал. И она проклинала меня. Она умирала, очень страдала, потому что надо было все это мастерство передать, а я его избежала. У меня не было страха. Я сначала, когда она меня схватила полностью, это самое, был страх. Мама обратилась, то же самое страшное. Да, и мама разгадала ей тайну. И это, они не дружили, очень разные. У мамы были вот такие сияющие глаза, причем розовые. Очень, а тетя была очень сильная, очень красивая, невероятно красивая. И этот род начал выдыхать чуть-чуть. Как-то вот так пошло на спад. Да вот такие были. Она умерла 55 лет. Потом она никогда не говорила ни об образовании. Ну, мы все знали, вот что. Вот, там соседи же все вокруг. Все соседи. У соседей было, это тоже они знали, все соседи. Их дети никуда учиться не пойдут, потому что все они нужны дома. У них абсолютно было так, никто. А у нас семья была, мама тоже не говорила, чтобы не было, ну, конечно, где-то Москва далеко, конечно, мы пойдем учиться в Москву. А если бы сказали, Ваня, там Нью-Йорк, да, мы пойдем в Нью-Йорк учиться. Мама никогда не говорила, что вы будете учиться. Она как-то вот, как-то так у нас само собой. Вот такая была мама, и когда такое мужество невероятное, вот когда я получила там на 4-м курсе, что мама при смерти, я когда приехала, потом она же знала татаров, она лежала в Тарханах. И врачам, конечно, в голову не пришло, что эта бедная одетая женщина знает и по-русски, и по-татарски. Они на русском языке подробно говорили про ее болезнь. У нее был рак, что она очень... Мама лежала и все это слышала, что я осталась жить там сколько-то месяцев. И когда я пришла, я уже приехала из Москвы, сразу к ней пошла, и мама тоже говорила, тоже прямо со мной сказала, прямо сказала, вот жизнь такова, родители должны умереть раньше. И поэтому, если я буду умирать, не надо делать из этой трагедии. Это нормально. Поэтому давай будем жить сейчас. Плакать мы не будем. Мама только так сказала. Это было очень невероятно. Я думаю, сколько ума, сколько сил в ней было. Потом такая же она молодая, ведь осталась от мамы, от папы. Ну, папу любил я совершенно безумно. Письма. Такие сцены ревности. Там папа пишет прям, говорит, я тебе, конечно, я был недостоин. Потом он же был человек чести. Потом в другом письме говорит, я так, говорит, написал, что я тебе недостоин. А я тебе скажу прямо, а я тебе достоин. Так пишет. Ты не думай. Нет, я тебе так, говорит, такое, говорит, такое было состояние.
и писал, что я тебя недостоин. Нет, ты не огорчайся, я тебе достоин. Своими писали. И потом там страшная трагедия же произошла. Этот самый, у него, ты смотри, вот передается из поколения в поколение. У Гена все время жаловался на один глаз. Все время закидали, что-то мне с этим глазом, Гена все время. И теперь Аня, что-то у меня что-то с этим глазом. А у папы очень плохо видел один глаз. Вот сейчас я там читаю, говорит. И поэтому его не взяли на войну. И мама говорит, и он говорит, так стыдился этого, что все мужики ушли на фронт, его не взяли. Он начал тут ходить в лес огородами, чтобы не показываться на этом, чтобы не показываться людям на глаза. И он в комиссариат ходил, добился. Все. Он в 1942 году пошел на фронт. И вот последние письма, 2 письма в сентябре он пишет. Все будет хорошо, говорит. Вот в том, говорит, бою я очки потерял. Вот, говорит, у нас будет через несколько дней окончательное сражение. Как же, говорит, не пойти теперь без очков? Вот. И когда мама плакала, всегда говорил, он был красавец невероятный. Папа был красавец, яркий. Дорогие зрители, я отниму буквально несколько минут у вас. Значит, мы открываем выставку фотографий. На ней, на этой выставке, как вы видите, изображен на каждом буквально, за редким исключением, кадре Геннадия Николаевича. Значит, эта выставка, да, почему? Потому что эта выставка посвящена году 14-му году 80-летия Геннадия Николаевича. Как мы делали эту выставку? У нас была коллекция, которую нам передал еще лет 5-6 назад Игорь Глебович Макаревич. Это вот известный художник, друг Геннадия Николаевича. С конца 60-х годов они были друг с другом знакомые. Вот. Он передал эту коллекцию нам в электронном виде. Плюс мы знали, что есть очень интересные фотографии, которые делал в свое время Владимир Пика. Владимир Пика – это оператор. Он работал над фильмом вместе с режиссером Анатолием Сырых над фильмом «Зимние кутежи». Вот. И незадолго до этого фильма, до съемок этого фильма, которые были в 1992 году, в конце 80-х годов он познакомился с Геннадием Николаевичем. Вот. Есть первый раз он его снимал, это был вечер в Центральном доме литераторов. Вот первые съемки как раз Владимир Пика делал тогда. Кстати, и Игорь Макаревич тоже есть две фотографии, которые с этого вечера, так что можно их сравнить. Даже, кстати, вот Владимир Пика, он был более такой крупный у него кадр, по-моему, даже вот или ухо, или край объектива Макаревич попал в кадр. Можно это увидеть, посветить. Вот. И далее он снимал как раз очень интересные кадры, если вот по этой стенке в Денисовой горке, это во время съемок «Зимние кутежи». И очень, когда он прислал, да, эти фотографии он также прислал с электронной почты. Он сейчас живет в Киеве, как и Анатолий Сырых. Они были работниками студии украинских документальных фильмов в свое время. Вот. И эта студия как раз снимала этот фильм. Вот. И он присылал эти фотографии по электронной почте. К фотографиям он прикреплял тексты. Это были письма ко мне и были отрывки из дневников. Если вот почитать, это очень интересный текст, что они раскрывают
то есть вот эту природу их отношений. То есть это очень интересно. Вот. И вернусь к Игорю Макаревичу. У Игоря Макаревича первые снимки датированы концом, то есть началом 70-х годов. Вот. Это вот знаменитый, кстати, вот портрет спящего Айги. Это вот как раз датируется этим временем. Далее вот, есть интересные семейные фотографии. Вот, прежде всего с дочерью Вероники. Вот вы видите. И Игорь Макаревич, вот есть две фотографии, где изображен он сам, вместе вот с детьми Геннадия Николаевича. Вот. И есть также фотографии его с художниками, это вот с Игорем Блохом есть фотография, и с Михаилом Родинским. Он снимал в Париже в мастерской Михаила Родинского. Там, кстати, присутствует еще известный журналист Амурский. Вот. Так, что еще надо сказать? Так, ну, в принципе, вот и все. И в заключение просто хотел прочитать небольшой текст Игоря Макаревича. Когда мы готовили выставку «Мир этих глаз», вот, Игорь Макаревич прислал нам свои фотографии и прислал в том числе фотографию спящего Айги. Вот. И мы тогда его попросили написать воспоминания, как вот получилась эта фотография, как он ее снял. И вот он мне написал, сейчас я вам хочу его прочитать как раз. Текст Игоря Макаревича, как я сделал фотографию спящего Айги, вот так она называется. В конце 60-х годов в Москве для меня было два дома, в котором все крутилось. Это квартира Ирастовых и Сохранских. Расположенные в самом центре города, эти жилища оживали к вечеру, и человеческое общение в них не утихало далеко за полночь. Сейчас в фокусе памяти десятки фигур, словно на мизансцене, возникают в темных интерьерах этих дружеских домов, освещенные золотистым вечерним светом. У Ирастовых я впервые увидел Айги, а у Сохранских мне удалось сделать его фотографию, которую считаю одним из лучших снятых мною портретов. Мне помнится, это был августовский вечер, возможно, чей-то день рождения. И, как всегда, подходили все новые люди, вечеринка закончилась поздно, и некоторые гости остались до утра. Когда я проснулся, дневной свет заливал большую комнату бархатистым валером, вермеером. Большой шкаф, ковер на стене, тускло блестевшая люстра растворялись в полумраке. В середине комнаты, в большом кресле, спал Айги, укутанный темным пледом. Неправдоподобная счастливая случайность, в портфеле у меня лежал Rolleiflex, одолженный накануне у знакомого фотографа. Я осторожно, чтобы не разбудить спящих, достал заветную камеру и положил ее прямо на пол. И стал делать снимки. В полутьме выдержки были огромные, и я наугад отсчитывал долгие секунды. Спящий был неподвижен, лишь лицо его чуть заметно вибрировало от спокойного глубокого дыхания. Вот такое воспоминание о снимке спящего Айги сделал Игорь Макаревич. Вот. На этом у меня все. Пожалуйста, смотрите фотографии. Ион Николаевна Тарашин, 28 мақтаулен қаларға Тарашин. Тілінде Айгениус'un yetişkini maksası gerek bilgisini geçmişsası ne güzel de уже сочу. Yalan kısım, yalan Телем цеху когда президент Ваганчин Игорь Макаревич, видящий все, Айги добровала, даже земли думали. Чем день Евротаганчик был, ну моих-то у нас. А сейчас-то Игорь Макаревич, Айги, видите, перед Евротаганчик, Айги Игоревич, Агирик Продачик, видите, телемедия, кашни Соня, когда Айги кашни Соня, какой по истории. А землю, красивый, щурся. Şaksın gerçekini baksasına, ağacın var, dilimleri şey. Спулите сидели, паскаматься, кашни сидели,
Покатымында койбе калаштыбеке, кой темскер каланы. Ундардан шутланы бе. Кырпуш сончук. Шабдили чап. Допустим. По плану, по графику.
высокий слог, нет, это 80-е годы. Это было 70-е. Вот он и стоит. Я Уланову говорю, мне двойной ставку. Персонаж. Хорошо Он пришел разделать. Дорогие друзья, мы начинаем следующую часть нашей программы. Это презентация книг, которые в этот год вышли. Вот. 3 книги мы презентуем сегодня, а одну книгу «Мир Сирии» мы будем презентовать завтра. Вот. И я попрошу Владимира Петровича сказать несколько слов о первой книге, которую подготовили Наталья Азарова и Татьяна Краус. Пожалуйста. Это уже получается дубль, так сказать, мы ее уже... Была презентация замечательная в Москве, конечно, и были хорошие очень выступления Владимира Ивановича Новикова, Александра Лучнева. Они такие опытные текстологи. Я думаю, я сам не являюсь таковым, вот. Но тем не менее, хочу сказать, что у меня тоже вот так вот получилось, что у меня такая дома образовался с течением лет такой маленький орнитоидит, так сказать, скажем так. Ну, не очень даже маленький, я бы сказал, довольно большой. Там тоже много есть таких черновиков и каких-то, может быть, первоначальных набросков стихотворением и так далее. Так что я представляю себе какая-то работа. Они обычно выполняются карандашом на каких-то листках, может быть, на форзаке какой-то книжки там, или там, у меня разные такие есть вещи, ну и тем более очень мелкий такой почерк, хотя довольно читаемый, скажем так, но мелкий. Карандаш он тоже в течение времени как бы так имеет свойство стираться, и это довольно такая большая работа. Вот Наталья Азарова и Татьяна Краус занимаются этим уже довольно давно, можно сказать, несколько лет. К сожалению, так сейчас произошло, что архив Льва Николаевича в основной своей части, скажем так, он находится довольно далеко. Но тем не менее, вот, по своей работе они вот, ну, они называют это реконструкция, ну, я не знаю, может быть, реконструкция, как лингвист, я могу сказать, что это не совсем реконструкция, но не важно. Вот. Мы имеем здесь какие-то вещи, которые, может быть, не представляют собой, ну, как сказать, такой законченный текст, скажем, так сказать, который для печати. Но дело не в этом. Даже вот эти какие-то разные ходы или разные возможности прочтения его каких-то замыслов, которые были потом воплощены в какой-то законченный как бы текст, они очень сами по себе интересны, потому что это такая некая, ну, магма, что ли, скажем так, с которой кристаллизуется потом нечто такое иное, может быть, даже. У него там много зачеркиваний, он отменял что-то, потом возвращался к этим. Тем более это иногда как бы работа над одним текстом, она делалась, может быть, даже, не знаю, годами. Он оставлял, а то опять и так далее. Поэтому здесь мы видим такие очень, иногда очень поразительные, иногда достаточно цельные, завершенные, на мой взгляд, вещи. Ну, я думаю, что это очень такая интересная работа. Если нам придется когда-нибудь еще, в том числе вот автором данной книги «Расположение счастья», поработать с этими, ну, скажем так, черновиками, ну,
или какими-то такими подготовительными материалами, то это будет замечательно. Я думаю, что мы можем многое оттуда еще извлечь, скорее всего. Ну, даст Бог, это нам посчастливится. Вот. Пока мы сейчас имеем такой очень хороший результат, с хорошим названием «Расположение счастья». Ну, это название, собственно говоря, авторское, скажем так. Оно не придумано текстологами, конструкторами. Вот. Ну, я думаю, что дать слово им, пусть они прочтут несколько фрагментов из этой книжки. А? Ну, может быть, все. Она не такая большая, в принципе, да. Может быть, расскажет. Сначала я расскажу, как это получилось. Когда Геннадий Николаевич умирал, он не знал, что он умирал, он сказал, что он тяжело болел, и он заметил, что вот у меня почерк очень похож на него, и я вообще как-то хорошо читаю его стихи, и Таня тоже хорошо знакома с текстами. И он, как бы это была его воля, ты говоришь, можешь закончить мои стихи лучше, чем я. Вот. Но действительно, мы начали работу с архивами буквально сразу, да, после смерти, да, то есть это был март. Это был март, да, это был март. И сначала мы работали, думаю, у Галины Борисовны, разбирали, собственно, эти архивы, вот, наверное, весь первый год мы пытались, да, разобрать все, то есть сейчас даже вот на конференции у нас создались определенные мифы, потому что Александр Шатенев, который видел архив уже в времени, говорит, что Айки был очень упорядоченный человек, у него там все разложено по папочкам, газеты написано его рукой какое-то время, и все так собрано хорошо. Я говорю, да, так создаются мифы, потому что, в общем-то, это мы раскладывали, по этим папочкам собирали, примерно делали датировки по разным совершенно основаниям, например, что-то было переложено какими-то календарными страницами, где-то была газета, это если там обрывок газеты, то мы смотрели, какой год газеты там и так далее, да, то есть вот мы занимались этими датировками и складывали, соответственно, по годам, потом внутри папок мы смотрели, что может относиться к одному тексту так или иначе, то есть как вот этот вот текст Смотрели, как бы, верхней страниц, как бы. Да, верхние страницы, где вот какие страницы могли написаны одной ручкой или одним карандашом, или, например, карандашом, а потом поверх другой ручкой сделаны пометки. И вот таким образом формировали эти блоки, да, которые сейчас вот так кажутся такими упорядоченными. Ну, а, собственно, вот наверху написаны годы, и это не почерк моей, это вот я написала, да, но теперь боюсь, что текстологи будут думать, что это написала я, и что неправильно. Вот. Ну вот таким образом мы работали, что-то мы пересфотографировали, пересканировали, что-то просто переписали, и дальше мы уже работали вот у меня дома в течение года, где-то это был 7-й год, 8-й, значит, да, конец 7-го, 8-й год, когда пришла идея, да, разобрать эти тексты и посмотреть, насколько из этого можно сделать законченный текст. Вот я абсолютно не согласна, что это какие-то обрывки. То есть наша задача была не представить, как обычно представляют текстологи, обрывки, написано там на разбор, что значит неразборчиво через, да, а также еще что-то такое написано, а сделать, то есть явить, скажем, миру те стихи, которых он не видел. То есть я думаю, что от того, что хороших текстов станет больше, от этого поэзия выигрывает, а не проигрывает. И она выиграет гораздо больше, чем это была бы работа скучного текстолога, который бы сказал, ну вот в этой рукописи содержится такой обрывок, он может относиться к такому стихотворению. Ну, наверное, это вот я думаю, что это искусство не так интересно, а вот читающей публике гораздо интереснее было бы увидеть готовый текст, то есть текст, превращенный в стихотворение. И, с одной стороны, мы брали... Да, я хотела сказать, что вот это, наверное,
составляли ничего. То есть, вот если говорить о том, как мы потом делали готовый текст, это была либо некая запись, которую действительно можно было реконструировать и превратить вот в минимальный текст, подумав о ее графике, о ее расположении страницы, чему очень большое внимание уделял Айги тоже. Или мы рискнули составить и несколько больших стихотворений. Действительно, они составлены так, то есть они составлены, то есть это не стихотворение Айги в полном смысле слова, потому что такого стихотворения не существовало. То есть это была как бы его рукопись, в которой мы это стихотворение как-то увидели. Да, да. То есть вот там, например, были разные варианты. Одно из прав, вот, там что-то зачеркнуто, что-то вставлено, что-то есть в другом варианте, а в этом варианте нет. Что-то отдельно написано на этой странице вот так. То есть вот из всех текстов Айги, из всех вот этих вот каких-то кусочков мы составляли этот большой текст. Их не так много. Но, в общем, видимо, это имело успех, потому что тоже, опять же, на конференции выступала Евгения Суслова с докладом о субъекте в Айги, и она сказала, что лучше всего проиллюстрировать субъекта Айги может стихотворение вот из новой книжки «Снега и ребенок». И прочла это стихотворение. Но я говорю, что, конечно, я тоже согласна, что она лучше всего может проиллюстрировать субъекта Айги, но стихотворение все-таки, наверное, Айги и не совсем, да, то есть это, в общем-то, тот текст, который был составлен. Поэтому здесь могут прицепиться текстологи, но, с другой стороны, вот Житинев, который, в общем-то, очень такой требовательный текстолог, он сказал, что видно, что работа была сделана очень бережно. Ну, что мы могли? Мы могли выбросить какие-то строчки, да, то есть, которые нам казались, ну, вот, действительно какими-то неуместными, но они все равно выброшены были не из готового текста, а из, вот мы их просто не использовали. Вот, да. Что выбросить? Там они зачеркнуты, либо какое-то сомнение вызывало. Да. Его графика была, например, как бы, да. У него было сомнение. То есть, если вы посмотрите, как сделаны черновики, то есть тут понятно, что единого текста не было. Вот. Но мне кажется, что затем, после того, как мы реконструировали довольно много текстов, на самом деле мы реконструировали гораздо больше текстов, чем представлено в этой книжке. И, к сожалению, да, я бы сказала, раза в 2,5 больше, да, то есть вот это просто уже, да, то есть некоторые тексты, но мы посчитали, что некоторые тексты проходные, некоторые тексты, то есть мы дальше вот выбирали, все-таки выбирали лучшие тексты, лучшие в поэтическом плане, в этом смысле тексты, и, наверное, таким образом мы составили эту книжку. Ну вот я хочу еще сказать большое спасибо издателю этой книжки Дмитрию Кузьмину, который сделал это, во-первых, вовремя, он сделал это к 80-летию Айги, то есть книжка вышла именно 21 августа, вот ровно 21 августа он забрал тираж, и в этом смысле, вот, в чем это он сделал, в тот же самый день Кузьмин, ну, может быть, вы знаете, он уехал теперь на постоянное жительство в Латвию, и это была последняя книжка, которая была им издана в России. И он сказал, что он больше книжек сейчас не будет издавать, но я сказала, видите, вот Айги, ну, говорит, ну вот нет, Айги я издам. То есть и вот буквально за 2 часа до своего самолета он забрал тираж этой книжки, и на презентации ее уже он не был. Вот, мы хотим сказать ему большое спасибо, потому что на самом деле «Расположение счастья» — это название, это сделано вот им, то есть это Кузьмин придумал это название. Да, то есть предложил это название, он увидел его, потому что он увидел, что он сначала хотели назвать просто книжку как бы из архивов Айги, то есть мы хотели назвать ее более академично, то есть вот из архивов Айги, то есть как бы, что это вот архивы, не готовые стихи. Вот. Но Кузьмин сказал, что нет, если это поэтическая книжка, то она должна называться по-настоящему. И должна называться просто словами из этой книжки. И он открывает вот так вот. Вот, говорит, «Расположение счастья». Как это прекрасно. То есть это вот, и вот действительно сразу это название было найдено.
долго думали о цвете, и это какой-то вот особенный серый, да, такой светло-серый, светящийся серый, и вот мне кажется, это вот вполне цвет бы понравился Геннадию Николаевичу, да, как Калибрис понравился бы такой цвет, я думаю, да. Вот, и вот это вот Алексей Лазарев здесь тоже присутствующий художник, он выбирал этот цвет. Так что вот мы все с большой любовью относились к этой книге. Ну что, в чем еще вот, ну может быть мы там по ходу будем читать, и уже если какие-то вопросы мы будем комментировать некоторые стихотворения, да? Угу. Вот тогда мы начнем. Да, еще на экране будут эти стихи, потому что поэзии они нужно воспринимать не только на слух, но и визуально. Поэтому графике уделено очень большое внимание в этой книге. И на экране будет проецироваться то стихотворение, которое мы сейчас читаем. Снега и ребенок. Ты, ребенок, темнеющий, тихо стоящим в уме, будто молчишь, сообщаешь, что знаешь, зримыми душами станут овраги в этом поле твоем и моем. Я тебе говорю, как прекрасно они одиноки вокруг, будто небу послушны. Быть может, ребенок, они, как присутствие бывшее твое среди нас, очищенное памятью, душами, братья, вы, столь отдаленно безмолвства, лишь не хватает. И где-то ребенок, не двигаясь, тихо стоящий в поле вдали и в уме, как в тумане, в уме изодранном, как глаз ненужный, выплакавший, как присутствие вдруг изменившееся, как присутствие с новым сущностью новой движения руки, или как присутствие новое и отныне уже неизменное. Наконец-то понятно, что это дыхание. Бог в наших краях все более звучание «а», будто «а-поле», и снова продолжение «а-о» стихотворение Бога. Без названия. О, друг мой, дерево, о, поводырь, шумит тут, шумит листва художников, и птица старая сквозь дымную чащобу, не падая, выводит и новое существование, след, единый иероглиф. Бог. Ну вот тут видно, да, вот как написано в иероглифе, рукой Айги, мы его отсканировали и вставили в книжку. Вот это Бог. Угу. То есть понятно, да? Две записи. Бедность – это серьезность. И наоборот, пожалуй. Бедность – это серьезность, как серьезны дети. Тишина. Вехи, толчки. Первое. Вехи ее, как белое в белом. Второе. С ее островов. Третье. Словно темнеет, то человека тишина впервые не опасная. Четвертое. Внезапно толчок. Тьма. Я неожиданная, но нет говорящего. Я без пространства. Война. Но нет и безмолвия, как чистоты. Пятое. А была ведь ровная белизна бессловесного поля, что даже светло отмечается, даже покорно. Шестое. Страх позже, раньше предательство. Седьмое. О, раствори же, молитва моя белизна. Восьмое. Не с натуры, а с красоты, с боли, страха, отчаяния. Видение розы. Роза и крест, о, крест, цветок. Жизнь, миг, чтобы увидеть. О, нет, и восклицание. Зазримо. Ну вот здесь
В книжке представлено как раз это стихотворение, и можно увидеть вот эта особенная графика, которую мы в точности воспроизвели. Да, вот здесь это стихотворение как раз было записано практически полностью. Да, видение розы здесь просто ничего не меняет. Но единственное, что мы меняли, вы знаете, вот когда они печатали обычно редакторы, то они все выравнивали по левому краю. И, в общем-то, в рукописях это не так. И вот там, где можно было сохранить графику рукописи, мы здесь пошли вот против обычной практики печатания ID и не делали выравнивание по левому краю, то есть делали так, как это было в рукописи. Если вот, здесь вот это как раз этот пример такого стихотворения. Запись номер 5. Жасмин в ранах кровоточащих, ангел мозга, как будто распахнутый настежь жасмин. Запись номер 6. В ответ на перчатки железные написать ножом. Да, номера записи, это написано запись номер 6. Без названия. Вот вы кнутом по окну, а солнце, как птичьим клювом. Мы с этими новыми праздниками будто от земли отделились. Запись. Что? Принимать войну, убийц? Ибо ведь нет войны иной. Грустить, горевать, радоваться победе в войне. В саду тишина, невыносимая для боев бойцов побед, словно ведь для самой жизни. Как бы это точнее? Я глазами ем смерть, и грустью ем смерть, и грусть, как губы, и то, что ем, жую, как ветки, равно смерть, и смерть равно травы. Запись. Уважение ко сну – это уважение к человеку и уважение к Богу. Запись. Спасибо за доверие спящему котенку. Запись. И будущий утром, как представитель государства жизни, государства действия. Запись. Умру, посплю. Без названия. Наш самообман – нарушение тебя. Это мы нарушаем свою. Ты остаешься нетронутой. Душа в сравнении с тобою лишь тень. Она в тебе даже не отразится. Ты – тишина. Скрепка. К дантисту не ходил, хватит зубов на жизнь. Теперь уже ясно, что хватит. Скрепки купил канцелярские, подумал, и этих хватит. Все меньше чего скреплять. Штук неизвестно, цена 45. Но вот здесь вот интересный комментарий дал Алексей Айки. Он сказал, что действительно он думал себя о Павле как о серьезном поэте, и вот обычно такие стихи не попадали в собрание, и вот, видимо, он все-таки иногда писал, действительно немного таких, но нам показалось это вот очень интересно, вот именно такие тексты Айги. И вот здесь вот видите, вот графика как раз не традиционная, да, то есть она не по левому краю, а написана именно так, как это было в рукописи, да. Ноябрь, Москва, вчера был снег. Иштвану Абелу. Белизна с крыш, свет со стола, свет кисельницы. Мир для приветствия другу из дня. Так, ну давай уж тогда не будем менять порядок, давай ты прочтешь большое это сцену, говорит, да, да. Продолжим, как мы читали. Как мы читали. Да, позавчера. Сцена. Говорит некто в образе поэзии. Что воображением железом прикрыв, воображению ребенку оставили, я не доказываю. Я приподнимаю случившимся, зрячим. Вы видели? Куст простой. Призываю к дальнейшему. Без грима был. Меч воображение дать перед железом. Воображение взять рассекается надвое по образу и подобию. Меч
травинка простая, куст, о, память, дыхание и выше воображение свобода, очищенный мной человек, ребенок. Я говорю, не бывающее больше. Запись. Вздрогом на шаг, это даже не видя. Без названия. Веяние озер, озорование, с шелестом сыновей перелеты холмы, до озера мамы, с островом Константом и на берегу с жемчужиной Вероникой, озером, островом, постоянством. Ну, вот это одно из немногих стихотворений, которое ясно написано. Есть там, Да, сейчас она вот там сейчас на экране, и даже с картинками. Даже вот тут озеро. Озорование. Грусть, самая грустная. Грусть детская и самая грустная детская игрушка в брошенном доме. Утешение, самое утешительное. Топить печь в одинокой избушке в лесу. Недостижимое, когда все кончилось. Память в стихах о давних флоксах, о память. День. Лишь одна единственная ягода малина. Вдруг из тумана рядом. День, а подобный головокружению снег, свободная в мире, свобода. Почему не самоубийство? Умрешь сам. Предисловие. Остались только констатации. Прощание исключенных. Воздух мы, на прощание пронизанный токами снова крученых, за дверцу лицо крематорного пола, вот и дуньки, рубихи подвал, пламенем вспыхнут зрачки и божественный белый отдал России тебе несведущий, мозг расщеплявший, слово у Бога. Без названия, как будто в вечности свободной, безотчетен. Без названия. Ингер Кристенсен. О, это Олива Гинстер и голос Ингер, бабочка смерти. Ветки слева 4 и справа не меньше, точнее, и все разом, и в разнобой, и подчинение ветру можно отдельно бывает, но ничего это не значит. Никто, ничего, все же не раньше. Ведь на поверку вместо едино конец завершения и благодать, и блаженство, ибо ведь исполненность при осуществлении. Вот вчера у нас был вечер поэтов, поэты, как бы Дань Аньки, выступало очень много поэтов, по-моему, около 30 московских, питерских, ну, здесь некоторые присутствующие тоже вечер вел Арсен Мирзаев, и это стихотворение, мне вообще было очень приятно, что многие поэты уже читали стихотворения из этой нашей новой книжки, хотя у них были с собой и другие книжки, но вот им захотелось прочесть именно отсюда, и в частности Алеша Прокофьев прочел вот то стихотворение, которое сейчас читала Таня, с комментарием, что он хорошо знал вот об отношении Аньки и Ингер Кристенсен, и они были примерно одного возраста. Более того, мне даже показало в тексте у Ингер Кристенсен его перевода, который он сделал до того, тоже слово «преосуществленность». Да, преосуществленность, да. То есть это совершенно независимо, то есть он не знал этого стихотворения, то есть он не мог знать, потому что только что оно появилось. Вот, но тем не менее в его переводе это слово «преосуществленность» Ингер Кристенсен звучало. Это вот удивительное совпадение, когда они происходят, мы понимаем, что что-то мы делаем, наверное, все правильно. Запись. Береза – это начало откровения, листания твоего тела. Без названия. Возня синиц там, за окном, как у меня за пазухой. Запись. Вдруг
Все эти синицы составили вместе лицо Бога. Запись. Кто-то на время, кто-то, быть может, уже навсегда. А вот следующее стихотворение – это такой некоторый опыт. Это такого не могло быть, конечно, стихотворение у Айги. Это действительно публикация расшифрованного черновика, потому что тут явно было написано два стихотворения одновременно, то есть не написано какие-то заметки, но они были на одной странице, они были вот именно так вот быстро оформлены и так далее. Вот это одно стихотворение, левый ряд, и второй ряд – это, видимо, начало какого-то другого стихотворения. Но нам показалось, что вот первый – это как будто метатекст ко второму. И нам вот здесь такой немножко авангардный опыт публикации, да, то есть они как-то очень хорошо вместе легли, даже графически. Без названия. Быстро оформить, быстро сформулировать, быстро сказать, ибо так живем, бываем, пребываем. Апрельский дождь в саду, город. Пока я в саду сад подготовили, и вышивки, и бусы, и птиц, и тишину накопили, подготовили. Это и была сама жизнь, сущность. Запись. Да, это достойно в пении, для Господа и перед Господом в пении, скакать и прыгать, как барс, как лев. Ну вот много записей уже, вот, особенно второй части книжки относится к поздним годам Айги, то есть к 2000-м, к ангелам. Снег, сумерки, деревья за окном видны наполовину, ибо мы первый этаж, как часть целого античного города в свежем, к тому же, состоянии. Запись. И такие снега, будто всюду сердца. Запись. А теперь уже ты почему-то приходишь последним после друга, отца, после матери, помощью. Запись. Вдруг день потемнел, словно вошел в дурное поэт. Без названия. О счастье, блаженство, о Бог мой, жизнь и смерть. Вы помогли нам расшифровать несколько слов. Да. Вот в этой книжке, мне казалось, было бы неплохо, во-первых, дать ваш небольшой комментарий о стиле, ну, типе вашей работы, что вы делаете. И не так много, как ты сейчас говорила, но принцип, да? Потом тут есть стихи, которые я помню, и вы к ним конечно, не дотрагивались. Дали так, как они есть. Конечно, конечно. Вот. А есть стихи, с которыми вы работали. Ну, почти совсем. Ну, довольно много. Особенно это касается больших стихов. Вот. Вот это не стоило бы это отмечать. Это... Ну, Галина Борисовна, вы знаете, безусловно, здесь есть разные типы изданий. Есть издания филологические, где действительно это стоило делать для филологов. И, может быть, мы и сделаем такое издание, вот того же самого для филологов, покажем какие-то методы своей работы, такое специальное издание. А мне кажется, что очень важно, чтобы это была книга живого Айги, что как будто вот Айги вот написал новую книжку, вот вышли новые стихотворения Айги. И записи его, и все, чтобы для широкого читателя не мешали все эти комментарии, звездочки, пометки и так далее, и чтобы эти стихи были как цельные тексты. И вот мы увидели вот эту реакцию на вечере Айги, когда поэты стали просто читать, когда они стали цитировать, когда они стали читать это как стихи, эти стихи зажили, то есть эти тексты зажили. И мне кажется, что это вот в данном случае гораздо важнее, а безусловно для специального филологического издания это стоит сделать с пометками, с галочками, с комментариями и так далее. Я думаю, что мы это сделаем. Конечно. Да, я думаю, я имела в виду не то, что Просто сказать, не- это засушить, это все. Да. Ну вот в данном случае мы обсуждали это и решили, Кузьмин тоже сказал, что нет, это должна быть вот как книжка из этой серии. Вот это вот книжка стихов, да, это прежде всего книжка стихов. Ну, Да. понимаешь, я Всё равно это текст я Айги. смотрю, это и есть стихотворение. Оно вошло как бы в реконструкцию. Да. Может быть, сделать отдельный отдел. Я думаю, что не стоит. Она очень хорошо построена, она же построена, тексты перетекают друг к другу, то есть не
по принципу, опять же, текстологическому, не по принципу такое стихотворение, так, честно говоря, я уже еще не помню. Для меня эти стихи, я уже их всех знаю наизусть, как и Таня. Да, и я уже сейчас, мне уже самой надо вспоминать, какие были, то есть вот они уже есть, эти стихи, это самое главное, да. А дальше мы, конечно, движущиеся, мокрые, листве в середине мая. Без названия. Все уже были, прибыли, Бог придет последним. Запись. Бог пишет, и сейчас он крупно пишет. Запись или стих, а вот это его так, Да, я даже помню. запись в скобочках или стих. То есть он сам сомневается, что это будет запись или стих. Да, и так и пишет, запись или стих. Нам казалось, что это очень хороший жанр название, запись или стих. Где слово работает совместно с Богом. Запись. Бог здесь людей поет, кое-где он их прошептал. Надпись для одного друга. Бог вас поет, а иных лишь бормочет. Бывает, на некоторых и заикается. Меня молчит. О, как я хотел бы, чтобы напоследок прошептал. Запись. Шумящее Богу дитя. Запись. Поле, и с этой тишиной бы уйти, так сказать, переселиться. Без названия. А вскоре вновь наступает будто смягчение, свежей, долгой белизны душевной, завершающее, так чтобы нам притихать далеко. Это только негромкое звучание, о родине дальнее, о да, как гимн. И это сразу давно, будто движутся, путаются вновь шевелящиеся памяти от давних флоксов. Ночь. Мне кажется, это крысы роют, это сердце стареет. Сад к осени с поклоном к лунному шагу. Вдруг двинулся Бог, словно распадаясь сквозь ветки направо. О, цвет синиц, стрепенувшихся вдруг ниоткуда давно. Как это с Богом бывает? Без названия. И остальное, как птицы иногда появляется, но птицы не поющие желанная. Запись. Никак не добраться, а ведь всегда пускали. Без названия. Время падает на землю более зримым. Снег. Поля раскрываются, чтобы чисто и ясно хоронить настроение, открыть другие. Время такое, все к свету, и вдруг снег пошел. Вот это стихотворение следующее мы сегодня вспоминали утром, когда высадились в 7 утра в Канаше. Без названия. А поля-то, оказывается, совсем как душа. Мне еще осталось переживать края леса в сторону Канаша. Вот вы-то работаете для памяти, а весь ребенок душа, совсем моим детством, плакать об край крапивы или лопуха. Мир, щемящесть, жизнь бы отдал, чтобы выразить хоть один вздох, хоть 2-3 детских слова, увидеть друга, которому 13-14, с ним 5-7 слов разговор. Поля сестры, Луизе ее рисунком. Начало длится как тень, будто чем-то раннее детство. А там, в соседствующем, есть там и тихая та, умирающая всегда недавно, и травы выплескивают последние говорения, и потом, будто только это открыли окно на тропинку, и облака над травами делают вселенную. Запись. И ходишь, и стоишь. Запись. Умершие листья, долго умершие листья. Хорошо, что на виду. С людьми это на виду только память. Но в памяти
Они чище, но листьям лучше. Очень интересное выступление за ту работу, которую они проделали по изданию этой книги. Давайте похлопаем. По программе у нас выступает Арсен Мирзаев. Он приготовил очень интересную, то есть не то, что приготовил, а он участвовал в работе очень интересной книги, которая так называется, ID книга. Вот, он звонил мне где-то в конце весны, по-моему, да, был звонок? Вот, ну, говорил об этом уже раньше, конечно, но в конце весны уже начал все готовить и уже собирал те материалы, те воспоминания. Из чего стоит книга, он сам расскажет. Вот. Просто у нас должны были в книге появиться воспоминания Валентина Сильвестрова. Вот. И он дал согласие. Валентин Сильвестров, как вы знаете, это очень известный композитор, который живет в Киеве. Вот. И он дал уже согласие участвовать в этой книге. Вот. Но у него тут случилась командировка или поездка в Германию. И много разных других других. Да. Вот. И, к сожалению, вот не получилось. Значит, но Валентин Сильвестров он будет участвовать, наверное, в следующем году. Да? Но Арсен нам все более подробно расскажет. Я не буду больше задерживать вас, передаю слово Арсену. Я скажу два слова. Книга называется «ID-книга». Сейчас мы сначала посмотрим, я просто вдруг сообразил, что у меня на флешке есть видеоматериалы, этих снимков, иллюстраций гораздо больше, чем вошло в эту небольшую книгу. Здесь всего две вклейки, а это материалы, из которого мы выбирали. Там много интересного. Мы сначала посмотрим, а потом попросим участников этой книги выступить. Здесь не выключается? Ну сейчас. Ну это знаменитый Галина стол. Павловна, нам бы свет выключить. Дом Денисовой гор. Вот видите, выключается. Игорь Булах, Томас Транстрёмер сидит и Ханс Бьоркегрен. Это вот рисунок Игоря Лангена, который попал на обложку. Игорь Булах, не самый характерный рисунок, но это гораздо более узнаваемый. Это в книге есть. Константин Крикунов, один из героев рассказа Ларисы Березовчук, вошедшего в книгу. Вот сама Лариса, она еще выйдет к нам. 94 год, 60 лет Геннадию Айги. Олег Липатов, Саша Макаров-Котков, Леша Айгипов и ваш покорный слуга Мария Васильевна Розанова. Марина Нестерова, музыковед, с Валентином Васильевичем Сильвестровым. Марина Иванова, Геннадий Айги, 2005 год, Денисова Горка. Микаэль Медаль, замечательный шведский переводчик, которого, конечно, вы знаете, он сюда не раз приезжал. Но это вот монография Леона Рабеля, французский вариант. Леон Рабель, рисунок Николая Дронникова. Дронников на фоне картины, которая называется «Айгисты», Ольга Седокова. Это вот Рабель рисовал Геннадий Айги, тоже рисунок известный. Фотография, которую прислал мне Питер Франц. Сергей Бирюков со знаменем Академии русского авангарда в Старой Вене в Петербурге. Рисунок Софии Губайдулиной, работы Николая Дронникова из альбома Губайдулина и Айги. Татьяна Граус, которую мы тоже услышали, Таня Данильянс, которая, к сожалению, вот не смогла и в Москве подойти, и здесь ее нет. Ну, тут комментировать нечего. Молодой Айги. Последний вечер, фотография с последнего вечера с Юрием Орлицким. Вот он же, в Старой Вене. Фотография Владимира Пики, 92 год. Это, понятное дело, с Галиной Борисовной. Это тоже Владимир Пика,
Ну, кое-что вы видели на выставке, конечно. Вот снимок с Алексеем Майги. Это портрет работы Тронникова с детьми и с Игорем Макаревичем. Это какой 8 замечательная фотография, которую Галина Борисовна оставила. Николая Бронникова рисунок. Айги перед Пикассо, перед картиной в Париже. Вот это прислал Эдуард Бальцежин, 97 год. Трабель там с женой, Питер Франц, сидит Эдвард Бальцежин и айгисты. С режиссером Анатолием Сыренко. Это Тронников, один из каменных портретов Геннадия Николаевича. У него там во дворе я снимал. Двойной портрет Леша и Геннадий Николаевич. Сын и отец. С Эдвардом Бальцежиным, с сыном Андреем, с Николаем Ивановичем Карджиевым, с Галиной Борисовной, замечательным гениальным художником Владимиром Яковлевым, вы знаете, очень близким другом, с Дронниковым и поэтом, прозаиком, журналистом Виталием Амурским, с Вероникой, с мамой. Это портрет известного Макаревича. Эту фотографию я просто очень люблю. 92-й год. И эту тоже очень люблю. Она какая-то совершенно необыкновенная. Денисовой горки. Справа Виктор Ворошильский. Его очень близкий друг. Понятно. Игнат Петрович на кладбище могилы. С сестрами. Иван Соколов, который вот завтра должен нас порадовать своим творчеством. И мы будем его лицезреть, будем надеяться. Книга «Тетрадь Вероники» в переводе Питера Франца. Тут какое-то количество обложек, их немного. А это разворот оттуда. Титул рисунок был. Что-то там прыгает. Как-то все пошло очень быстро. Это Марина Разбежкина. До этого была Наталья Азарова. Фотография, которая просто по качеству не могла быть включена в книгу. Наталья Азарова. Вот это. Мне кажется, что она хорошая, на самом деле. Портрет Яковлева. А? Портрет Яковлева. До этого был портрет Яковлева. Ну, это тоже Владимир Пика, известная фотография. Коновалов. Это Коновалов. Да. И это тоже Владимир Коновалов, который тогда вместе с ним приезжал. Это Пика. Нет, это Коновалов. Тоже? Это вот Пика. Да, это точно. Это вот с айгистами. Владимир Петрович нашел эту фотографию. Соответственно, тоже Пика, автопортрет, который вы хорошо знаете. Один рисунок айги, другой рисунок. Александр Макаров-Кротов. Он, к сожалению, заболел, поэтому его здесь нет. Исключительно по этой причине. А это похож. Валентин Сильвестр. Григорий Гавриленко, один из его рисунков. Галина Борисовна, Денисовой горки. В огороде, да. В Высадуле, может быть, даже в огороде. Застряло или...
застрял. На хорошем месте. И просто чисто технически мы что-то стилистически, что-то технически, что-то по количеству мы, конечно, не могли столько включить. Хотелось бы сделать 4, 5, 6, можно сделать на самом деле больше, и тогда уже другое издательство, другие финансы, другие возможности. Буквально 2 слова об этой книге. Делалась она в большой спешке ради того, чтобы мы могли ее привести, подарить, показать, но это еще не тираж. Тираж будет где-то в конце ноября. Вот. И для тех, кому эта книга не достанется, наверное, вот я, скорее всего, как обычно, каждый раз приезжаю сюда на Новый год с семьей и постараюсь уже из основного тиража, там, вот, пару коробок, привезти сюда, чтобы была возможность эту книгу получить. Идея очень простая была. Не было ничего, ни денег, никакого финансирования, понятно, что его не будет, и не было издательства. И задумывалась книга совсем небольшая, потому что мы понимали, что в крайнем случае мы сделаем сами. С Олегом Улангиным, с Игорем Улангиным, еще с кем-то. Как-то сами сделаем. Потом издательство появилось, и книжка немножко разрослась. А основной ее раздел – это первый. Собственно, вот маленькая цитата. Среди авторов ID-книги не только родственники и близкие друзья поэта, но и его верные соратники, коллеги, творцы будущих знаков, поэты, художники, композиторы, режиссеры, исследователи русского авангарда, переводчики, журналисты, филологи. Из их мини-мемуаров и сложился первый раздел книги «Пора благодарности», получивший название, как и другие разделы, теперь всегда «Снега и провинция живых», по названием книг самого Айги. И вот участникам, будущим участникам этого проекта было дано задание написать специально для этой книги мемуары, но очень короткие, буквально по 2-3 страницы. Кто-то четко этому следовал, кто-то написал сразу чуть больше, как получалось. У Александра Макарова-Кроткого, сверхминималиста нашего замечательного, получилось меньше всех. Полстранички, да. Поэтому я позволю себе прочесть, это действительно совсем немного, но текст, по-моему, замечательный и очень показательный. И сама тема. Вы знаете, сколько у Геннадия Николаевича связано со сном. Итак, впереди, передо мной, краем поля, вдоль кромки леса, неторопливо идет невысокий коренастый человек. Иногда он оборачивается, я вижу его аккуратно подстриженную седую бороду, вижу его улыбку, он что-то говорит, машет рукой, зовет. Я пытаюсь его догнать, тороплюсь, почти бегу. Мне необходимо узнать, что он говорит. Я понимаю, это что-то очень важное. Возможно, в другое время он этого не скажет. Только сейчас. Но расстояние между нами не уменьшается. А потом в какой-то момент он исчезает. Просто нет его. Вокруг поле, лес, запахи трав, след не летают стрекозы, бабочки, равномерное жужжание насекомых. Просыпаясь, я начинаю понимать, где находился, что это за поле такое было. Деревня Денисова Горка, дом на окраине, дом Геннадия Айги. За ним поле, к которому он уходил в моем сне, произнося что-то, что я так и не услышал. Этот сон с различными вариациями периодически снится мне последние годы. Интересно, узнаю ли я когда-нибудь, что мне хотел сказать Геннадий Айги? Догоню ли его в очередном сне? Хотя, говорят, это плохая примета. Вот такой короткий текст.
Вообще, конечно, мы очень надеялись, может быть, отчасти это получилось, что все очень разные вот эти короткие воспоминания, они в результате, ну, вкупе с другими разделами, помогут нам создать подобие вот единой книги в таком высоком клевриковском смысле. И вот у меня все-таки есть ощущение, что и Галина Борисовна, которая вспоминает какие-то свои истории, Ева Николаевна, и Атнер, и замечательные переводчики Бацежины, Франции, Микаэль Медаль, и Сергей Переков, и Марина Разбежкина, которая просто рассказывает замечательную историю о том, как Айги понимал и воспринимал анекдоты. Это очень смешная действительно история, очень живая. Юрий Орлицкий, Татьяна Краус, Наталья Азарова, Татьяна Данильянц и Иван Соколов. Ваш покорный слуга, я, как всегда, забыл, что я тоже там присутствую, что из всего этого сложится вот что-то такое целое. Кроме этого, ну, при всем при том, что действительно каждый писал совершенно по-своему, но очень интересно. И помимо этого, каждый из участников первого раздела выбирал по 5 любимых своих стихов Геннадия Николаевича. В конце каждого мемуара приводятся стихи, которые выбрал каждый из участников. Потом в комментариях можно посмотреть пересечения. Ну, с самого начала было понятно, что, конечно, какие-то пересечения будут. Кто-то выберет одно и то же стихотворение, и таких случаев будет довольно много. Но нам показалось, что это очень интересно и очень симптоматично. И вот кто что выбрал, какие стихи, какого времени. Но это требует специального анализа. Но это происходит как бы само собой, и особого усилий не требует. Стихов получилось довольно много, где-то страниц 80 в этой книге. А потом вот тоже сам собой образовался раздел под названием «Провинция живых». Сюда вошли воспоминания, статьи, эссе людей, которые не писали специально для этой книги, но нам казалось, что без них все равно не обойтись. И сюда попал второй текст вот Натальи Азаровой и замечательный текст собственно, комментарий к знаменитой фотографии спящей Айги Игоря Макаревича, статьи Евгения Степанова, Ольги Седоковой, воспоминания Виталия Амурского, Марии Розановой, Натальи Ворошильской, дочери поэта, переводчика замечательного близкого друга Айги Виктора Ворошильского. А еще появился такой раздел, который имеет отношение больше к музыке, кино, ну и вообще к искусству. Мы сюда включили, вот, к сожалению, вот Олег уже начинал говорить, что мы не успели записать Валентина Сильвестрова, не успели мы записать и связаться и с Софией Байдулиной, ну как и со многими другими. Вот, мой издатель уже сказал, что он хочет издавать Айги книга 2. Мы надеемся, что вот какие-то вещи, которые мы не смогли включить, все-таки они в книгу, во второе издание попадут. Вот. Здесь есть письмо Софии Губайдулиной с очень, по-моему, интересными комментариями, развернутыми к этому письму Галины Борисовны. Есть очень спорные, но живые, такие конфликтные два мини-эссе Николая Дронникова. Большие, да, ну, Дронников, как всегда, выдал по полной программе всем, кому только мог. Вот, мы как могли, так попытались это причесать, но, конечно, не внедрялись в текст, потому что, ну, что человек сказал, то и сказал. Я очень благодарен Анатолию Сырых, конечно, мы обязательно приедем на книжки как-то перебираем в Киев, и для него, и для Валентина Сильвестрова, и для Владимира Пики, и для Коновалова, Марина Нестева у нас в Москве, да, находится. Марина Нестева у нас в Москве. Да, да.
для нее мы тоже как-то передадим. Вот многие материалы совершенно замечательные, уникальные я получил от Анатолия Сырых из Киева. Было не очень просто получить. Сейчас крайне сложно договориться с проводниками, чтобы они что-то взяли. Это целую операцию мы разрабатывали, чтобы я мог проникнуть к этим проводникам, смешаться с толпой, влезть в этот вагон. Нужно было первым заскочить в вагон, смешаться с толпой. И мне запихнули в рюкзак, чтобы, не дай бог, не было пакетов в руках. И сделать вид, что я приехал, что я выхожу из этого вагона. Говорю на правительственном. Да. Но Анатолий прислал целый пакет с фильмами, с книгами, с кассетами, с текстами, ну, в том числе и со своими воспоминаниями, очень интересными, очень насыщенными. Он называет это сентиментальный монтаж, но человек кино, и, собственно, сценарий написал, что он еще должен писать. Вот. И Валентина Сильвестрова мы специально записать не успели, но сюда вошла поразившая меня совершенно беседа востоковеда Марины Нестьевой, Марины Израилевны, с Геннадием Айги о Валентине Сильвестрове, по-моему, совершенно потрясающе. И небольшой фрагмент из книги Валентина Сильвестрова, ну, это буквально страничка, но там тоже интересно говорит о Геннадии Николаевиче, приводит его стихотворение. Наконец завершается эта книга эпической поэмы Петровича Узангая, которая называется «Председатель земного шара Геннадий Айги». Посвящена она айгистам всего мира. Все выявленные на сегодняшний день айгисты там перечислены, но это, конечно, не все, потому что с каждым днем их становится все больше и больше. Я думаю, что во втором издании «Айги книги 2» эта поэма займет уже половину книги примерно. Ну, такая вот концептуальная... Мы назвали это «Айги-эпос», и дали здесь портрет Айги работы Рабеля, потому что, ну, все-таки Рабель айгист номер один, он, по состоянию здоровья он не смог что-то специально для этой книги написать, но он здесь присутствует. И дух его здесь есть, и на фотографиях, и о нем большая такая биографическая справка. Ну и помимо этого здесь есть рисунки на штурмтитулах, примечания, комментарии. Все. И удаляюсь. Я люблю говорить о Геннадии Николаевиче. Это легко, это дает силы, это как бы воссоздает прошлое, которое никогда не становится прошлым, а все время настоящее. Ну, я тут с помощью нашего подвижника Арсена, который все-таки сделал вот такую замечательную, я считаю, книгу, от которой не оторвешься, когда читаешь, потому что столько воспоминаний, все по-разному видят, все разное помнят. Это очень, плюс ко всему, интересное чтение. Эта книга просто бестселлер. И сейчас что нам мне сказать? Я выбрала просто тоже анекдотический такой случай из нашей жизни, потому что мы говорили с Арсеном, ну что-нибудь легкое, что-нибудь. Хочется, чтобы он предстал как человек, потому что о поэзии его великолепно, значит, там вот и у Марины Нестьевой есть. Замечательно Ваня Соколов написал о нем. Вот он чувствовал поэзию Айги редкостно, тонко и писал очень хорошую музыку к ним. Вот. Ева написала воспоминания детские свои. Ну, в общем, у всех нашлось, что сказать, и вообще-то эту книгу можно было бы сделать гораздо больше, но хорошо, что она такая, ее удобно держать в руках, ее удобно перечитывать, ее, поскольку я люблю читать лежа, по лености своей, ее удобно читать и лежа. Так что я вряд ли что могу добавить, потому что тут есть два моих текста, один
о встрече с Соней Губайдулиной, он более серьезный, как бы текст, и другой, связанный с Ворошильскими, с одним стихотворением Ярослава Смелякова. А надо сказать, что Гена великолепно знал русскую поэзию, и даже, в общем, он, например, наизусть читал Батюшкова, когда в страдании девица отойдет, или ты просыпаешься, увая из гробницы. И я его впервые услышала. Читал Полонского, читал Сологуба. Если позволите, я вот прочту одно стихотворение Сологуба, для которого для Гены было очень важным. Для меня оно тоже важное. Я только одно слово не помню, я там тара-та-та скажу, да? В его саду, это про Гену. В его саду растет рябина. В его дому живет кручина. На нем изношенный капитан. Глаза подернуты туманом, и будто налито шафраном лицо, и согнут тощий стан. Надежда милая убита. Что? Чего-то там сокрыто. Терпеть судьба ему велит. Его убогой хаты, враждебной силой заклятой, рябина горькая стоит.